Перед нами Михаил Чиросов. Приветствую. Приветствую. Михаил, вот сейчас я взял небольшой кадр. Вот что вот сейчас представлено, я так понимаю, одна из, наверное, капелек науки Якутии. Наверное, Да, так. но очень крупная капелька, очень своеобразная и уникальная, потому что это, можно считать, вторая часть нашей выставки, то есть наших институтов их много, поэтому мы разделили такие очередность. Это как бы вторая партия, мы их так называем. Это институт технического профиля. То есть техника у нас, технические направления, они обуславливают очень много вопросов чисто народохозяйственных. Обычно история начинает вести с того, что техника у нас на севере испытывает очень сильное воздействие низких температур, особенно очень критично это минус 40 и ниже. Поэтому, соответственно, якутская наука практически с самого начала, когда стала создаваться, и вот это вопросы хладостойкости материалов и вообще металлов, в первую очередь, и очень много направлений было связано с техникой севера. Но вообще-то лучше начать с человека, который, по сути, создал академическую науку, это Чирский Николай Васильевич, первый академик, можно считать, вместе с Мельниковым Павлом Ивановичем, которые были Академией наук СССР. То есть это была величина, это член обкома партии нашей республики, и это тоже очень важно, потому что, по сути, весь академгородок, который сейчас существует, и большинство институтов были созданы при его непосредственной части. Он же после того, как Владимир Петрович Ларионов, это первый академик САХА, уже Российской академии наук, приехал из Москвы, закончил с отличием МКТУ имени Баумана, он его принял на работу, и был создан институт через некоторое время всех проблем Севера, который возглавил Николай Васильевич Черский, а замдиректором был Владимир Петрович Ларионов. Ну и вообще от Черского очень много больших направлений, но в целом вот эта часть, это физтех, институт, это все проблемы Севера, и здесь, конечно, самая легендарная личность это Владимир Петрович, уроженец села Ломтука Мигино-Кангаласского Валуса, который поступил после окончания школы в Москву, Московское высшее техническое училище имени Баумана, и его с отличием окончил, и вот его в дальнейшем блестящая научная карьера и организационная деятельность, и общественная работа завершилась то, что создано целое направление, связанное с северным материаловедением, так можно его назвать. Но мы сюда упоминаем о великой роли Черского Николая Васильевича и те достижения, которые были связаны с энергетическими балансами, вопросами техники севера и горнодобывающей деятельности, в том числе открытие газогидратов, это наличие газа в твердом состоянии, это вот достижение мирового уровня, которое внесено в реестр именно коллективом под руководством Черского Николая Васильевича. Это наша специфика, наша особенность, и, соответственно, газогидратные месторождения имеют огромный запас в мире. Правда, пока сейчас технологически ее добывать довольно специфично. Это связано потому, что нужно много энергии, чтобы это все было переведено в используемое состояние. Ну и все направления физико-технического профиля и многие премии государственные, которые были связаны в дальнейшем и с именем Владимира Петровича и других ученых, они, конечно, обусловлены тем, что в Якутии был создан центр исследований именно поведения материалов в особых условиях и разработки кучи технологий, добавок в северном исполнении своеобразном, которые в дальнейшем использовали очень много предприятий за пределами нашей республики. Ну, можно упоминать Уралмаш, БелАЗ и подобные вещи, которые уже сейчас стали делать в северном исполнении по рецептам своеобразных вот, якутских ученых. Это большое достижение. То есть сегодня вот мы говорим о наших великих людях, это Якутии, это Черском, Ларионе, и вот здесь представлены как бы их достижения. Да, но вы, Михаил Михайлович, так неожиданно, да, перешли, да, и открыли маленький нюанс. Это не достижение, это
практическое применение науки. Да. Ну, это, можно считать одно и то же. Результаты определяются по практическим результатам, которые были получены, по тому эффекту, который стали получать очень крупные предприятия, которые использовали, например, горнодобывающую технику, и где было, конечно, большое количество поломок и дорогостоящие, и в том числе импортные машины, они просто буквально ломались из-за небольших деталей и требовалось полностью заменять. Это было очень специфично, и поэтому, соответственно, наша наука в этом плане преуспела. Я хочу сейчас немножко, чтобы мы пошли дальше, потому что Николай Васильевич воспитал не только Владимира Петровича, который пошел по технике Севера, новые материалы, его физико-химические свойства, но и воспитал Александра Федотовича Сафронова, это геолог, известный тоже ученый, член-корреспондент Российской академии наук. Он один из тех, кто основал Институт проблем нефти и газа. И в этом же институте находятся направления, связанные с полимерным материаловедением, которое разработало много своеобразных материалов. То есть, похоже, работа не по металлу, а по пластику. То есть, соответственно, все эти вещества, они сейчас очень активно используются. Мы прекрасно знаем, что, например, современный автомобиль, по большей части, это уже не металлические конструкции, а это уже вот фактически вот такие полимерные. Михаил Михайлович, вы хотите сказать, что данный ученый сделал мировое открытие здесь, а не там, на Западе? Я вот здесь немножко не уловил. Да, это Николай Васильевич, он у нас наш ученый, который сформировался как ученый у нас, в Якутии, и вот эти все газогидратные месторождения, их свойства, это два мировых открытия, они были зарегистрированы здесь и находятся под... А полимеры? Значит, полимерные изделия – это направление, которое тоже у нас сформировалось здесь. Сказать, что это они активно используются и являются лучшими в мире, по некоторым характеристикам можно сказать, но по сути это известное общемировое направление, и в разных изделиях по-разному они используются. Тоже у нас специфика, они должны использоваться в условиях севера. Я правильно понимаю, что впервые в Якутии пластик начали превращать в морозоустойчивый температурно крепкий, то есть передача. Это с добавками, с определенными характеристиками. То есть здесь, в Якутии, началось исследование такого полимера, который бы работал от минус 40 до плюс 50. Да, и тут большой вклад внес Ужурцев Юрий Степанович, который один из основоположников этого направления, можно сказать, даже в СССР, потому что он приехал и очень много здесь внес, и его тоже определенная группа школы, Виноградов Александр Васильевич, я вот, по крайней мере, называю тех людей, которых я знаю лично, с которыми я общался, и даже с Юрием Степановичем так получилось, что, и, конечно, вот геологическое направление нефти, газа, Александра Федотовича исследований, и очень много полимерного направлений, которые сейчас и в Институте нефти и газа ФИЦе в целом есть, и в университете тоже выходцы из этой школы, они тоже там довольно активно работают, Хлопкова Тарина Алексеевна, Петрова Наталья Николаевна и другие. Соответственно, вот... это что? Это достижение, дипломы, наука тоже участвует в выставках различных, и это результаты их оценки, их уровня квалификации, качества участия. Но это же институт какой-то, да? Институт нефти и газа, это в основном это их витрина, которая посвящена им. То есть это больше геологическое направление. Государственные премии физтеху принадлежат. Может быть, мы еще их увидим на выставке, которые мы планируем назвать только в Якутии. И, соответственно, мы там будем сейчас проводить большую оргработу. Хочу показать вам Центр коллективного пользования. Он недавно совсем выиграл грант российский большой на обновление оборудования. И, соответственно, у него, во-первых, испытательные полигоны, они вроде такие простые, но в дальнейшем все это изучается микроскопами, и это чаще всего взаимодействие с центральными институтами, которые нуждаются в этих образцах, испытывают, и через вот эти через полигон
довольно много прошло образцов, которые нужны не только для российской автопрома там, или промышленности, но и для зарубежных. То есть вот данный институт, то есть центр, да, да. И вот я смотрю, здесь электроды. Зачем? Вот, ну, вы так в общем сказали, полигон, а чем он занимается? Ну, это электроды, которые используются для работы в низких температурах. То есть, да. вот эти все, да. вот смотрите, мы видим здесь металл, пластик. Это вот испытания на изгиб, там, изучение их свойств, качеств. Все это работает в условиях низких температур для экстремальных условиях, ну, чтобы и ремонтные работы качественно велись. Я правильно понимаю, вот, чтобы некоторые люди не задавали вопросы, почему у нас развивается очень быстро, строится строительство из металлоконструкций. Я правильно понимаю? Да. И вот это продукт вот этих исследований. Да. Ну, особенно в аварийных условиях, когда необходимо уже невозможно сделать, нужно оперативно быстро решать и использовать вот те, может быть, подороже электроды и так далее, но зато они решают эти аварийные ситуации, которые в технике, они неизбежны, конечно, происходят. Ну и здесь еще есть институт горного дела Севера, прикладные направления, которые они вот решили связать, она у них не только с карьерами, вот куча теорий, там практики есть, но это гуматы, как из углей, из отходов можно получать определенные вещества, правда. То есть они изучают вот то, что нам рассказывали, да, показывали, нашли древние металлические кузнецов, это грубо, да? И из этого изучают, что наши предки уже добывали металл, я так понимаю, да? Это металл, это физтех, это горное дело Севера, которое именно связано с горной добывающей деятельностью, и вот уголь, алроса, и попутно вот они отработали вопросы, как гуматы, калия, которые как удобрение может быть дополнительно использоваться. Где эти удобрения? В сельском хозяйстве. Ну, все-таки это дело специфическое. У нас вообще в Якутии не сильно любят делать какие-то добавки к этим вещам, но так, в принципе, она довольно неплохо. Ну и гумат калия что делает? Ну вот он используется как... Это как гумусное вещество, которое ускоряет развитие органического происхождения. Ну, например, приведем сравнение небольшое. Да, когда я болею, мне прописывают витамины. Это то же самое? Да, это для растений своеобразные витамины, ускорители, чтобы они это быстрее развивались. И достоверно зафиксированные. А вот это пока временная летопись, это еще остатки от прошлой выставки, ее тут тихонечко это поменяет. Вот здесь тех я сказать ничего не могу. А вот здесь вот, с вашей точки зрения, вот представлено, это как бы образцы. Ну, это те устройства, некоторые исторические, вот в частности, там, это психморометр, это просто для людей показать, что сейчас... надо понимать о том, что здесь представлены некоторые вещи. Практически ученые делали мировые открытия, так скажем, это на коленках. Измерительные приборы прошлого столетия, сейчас они автоматизируются, а это элементы того, что вносятся определенные маленькие технические ноу-хау, и это позволяет улучшить эффективность. Это вот по гидроэнергетическим вещам и отделы энергетики. Михаил Михайлович, вы, может, расскажете, когда можно приходить сюда? Это все-таки интересный такой вопрос. Это вообще одна из тех выставочных серий, которые мы уже задумали под названием «Академическая наука и технологии». Их проводят экскурсоводы исторического парка, можно прийти в любой момент и сделать заявку и посещать или с экскурсоводом, или самостоятельно. То есть максимально здесь мы описываем словами, насколько получается, и мы в дальнейшем планируем, что в любой момент люди могут пообщаться и
получить информацию о достижениях. Конечно, экскурсовод должен быть лидером и показывать, как это, для чего это делается. Итак, дорогие друзья, приглашаем вас в парк «Моя история». Заказывайте себе экскурсовода, и вас проведут не только по этой выставке, по всем выставкам, но это уникальная выставка, люди, которые делали мировые открытия, и многими этими открытиями мы даже в быту пользуемся и не знаем.